Друзья, всем привет! Вы смотрите Найзадай подкаст. У нас есть перед вами должок. Не было нас неделю назад, но при этом специального мы Как не было? Вы корреспондента. же записали. Ну, мы записали, но знаешь, это был не Найзадай подкаст, скорее какой-то спешл, да? Ты назвал Найзадай подсказ. Я его засчитал как Назвал. Да. Но, что важно, мы отправили специального корреспондента в Америку. Ну да. Нурбек Карабала, и он сейчас нам расскажет вообще, как все это было про Шавката. Мы не так много этому времени уделим, потому что действительно прошло уже 2 недели. У нас огромное количество новостей на этой неделе, и в этот раз нету Дидара, он заболел, но на самом деле Сула выдвинул теорию, что просто он не хочет нам ставить стол, поэтому у нас сегодня накрывает мед Калкан. Кстати, Дидар, дорогой. Труба, вот Майкл, это, короче, есть, Вы это зачем? еще тот, короче. А вы зачем уменьшили стол? Стол большой же был до этого. Потому Вы что нету специально меня подготавливаете к тому, что... Не, типа, Нурбек, маленький когда нету стол. Дидара, у нас маленький стол. Когда есть А. Дидар, у нас огромный стол. Маленький Дидар, намек, Дидар. да, на толстое, большое обстоятельство. Ассалаумалейкум, достар. Біздің видеоны қарардың алдында міндетті түрде комментарийлерін жазып, лайк басып, немесе дизлайк. Және де жазылып қойыңыздар. Бүткіл біздің жасап жатқан еңбектерімізді сіздер үшін. Бонжорно. Давай про поездку. Вот ты сейчас вживой у нас, не по видеосвязи. Как оно прошло, как ощущения и как тебе вообще бой Шавкат? Товарищ Сыздыкун. Күн. Да, друзья, перед тем, как начать наше видео, баршаларыңызды бүгінгі біздің қазақтағы ең маңызды, ең ауқымды мерекемен құттықтаймын. Баршаларыңыз әрқайсымыздың бір қазақ елінің тұрғындарының бір өзінің ерекшелігі бар. Әрбір азамат өзінің елінің болсын, әр қазағым жалғызым деп жүретін адамдардың бірі. Біз әрқайсымыз патриотпыз, әрқайсымыз елімізді жақсы көреміз, жерімізді жақсы көреміз. Сондықтан әрқайсымыз өзімізден бастап айналамыздың бәрін дұрыстауға және де жақсартуға тырысайық. Еліміз көркейе берсін. Мына болашаққа 200-300 тағы да одан ары қарай біздің ұрпағымызға елімізді дәл осындай немесе одан да үлкен қылып тастап кетейік, Құдай қаласа. Мереке құтты болсын. С Днем Независимости. Родной, горячо любимый Казахстан. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Как поездка прошла? Вот, как тебе сам бой Шавката? Потому что многих он заставил понервничать. И, в принципе, может быть, там было что-то интересное, о чем, да, стоит рассказать, потому что, я думаю, после этого боя будет уже, скорее всего, у Шавката там чемпионский бой, скорее всего, в Америке, и многие там захотят казахстанцы полететь. Может быть, стоит какие-то тебе лайфхаки рассказать, как там ты полетел туда, да, сложно ли было билеты приобрести на турнир, там сложно ли было сделать визу. Вот мне кажется, такие вещи тоже будут интересны нашим зрителям сегодня. Ну, виза есть у нас давно уже, на 10 лет, до этого было на 5 лет, то есть не в первый раз, с 2014 года я езжу в Америку, уже, наверное, 5-й или 6-й раз поехал, где-то с семьей раньше ездил, где-то с друзьями, с братьями, где-то по работе, с коллегами, где-то вот с Алидар Булатовичем уже 2-й раз ездим. В целом, вот это, знаешь, это как все происходило, да? 10, я вспоминаю развитие индустрии в Казахстане, там 13-12 лет тому назад мы в Актау начали открывать панкратион, ММА. Я до этого сам дрался там с 8 там, по 10, 11 год, 12, 13 год даже, ну уже когда в процессе тренерства. И тогда была мечта: Америка, да, там попасть туда, там повести наших бойцов, чтобы с этих телевизоров там в октагоне стояли наши ребята. И вот со временем понимаешь, насколько, ну это все не просто так произошло, очень большая, огромная плодотворная работа произошла от каждого тренера, спортсмена, функционера, каких-то там промоутеров и менеджеров. Все эта работа шла. И сегодня вот я вчера сидел в самолете и считал, в каких весах были казахи и есть казахи. На самом деле практически во всех весах уже есть казахи, то есть побывали, по крайней мере, даже если кто-то отписался. 70, 62, 57, сейчас у нас 77, да? Ты 70 китайцев считаешь? Нет, почему? 70, Дамир Исмагулов был же. Дамир Да, же был, да. да. Ну, он... Нет, я к чему говорю, что в каждом весе практически побывали, даже в 93 есть казах уже, да, такой, еще, да, который яро себя заявил, и уже совсем немного осталось, чтобы заполнить каждую весовую категорию, и чтобы там, не знаю, да, там, каждая история, она же связана с какой-то раскруткой, она реально будет будить казахов. Но сейчас не об этом, сейчас о самом поединке Шавката, ивенте, да, даже не буду говорить о поединке, я думаю, там более плодотворно, подробно поговорим. Вот что мне понравилось, я приехал, этот бой, как и казахи, так и другие фанаты Шавката, самого бренда UFC и, может быть, Яна Герри, не особо такой
ожидаемый был. Знаешь почему? Потому что не титул, да? Я так думаю. Я слышал что такую версию, что много казахов или фанатов Шавхата сдавали билеты перед этим поединком. Ну вот я про себя даже скажу, то есть я хотел уже сделать визу Да. в Америку, у меня было время еще, но когда я узнал, что не титульный будет бой, я просто понял, что, ну, не конвертируется, там, поездка не окупится моя, не конвертируется в просмотры, вот, скорее всего, то есть не так будет много шума, и, собственно, поэтому не полетел, а так я тоже хотел, если был бы бой с Белалом, то я бы на визу подался. Круто, круто. А шума было много. Ну, не настолько. Шума но было, сколько вот он могло правильно быть. говорит, не настолько, шум был после боя. Шум был после боя, и, знаешь, он такой смешался. Где-то отчасти Шавхата поздравляли, те же казахи и там фанаты из других стран, а кто-то еще и хейтил, да, там. Да, разочаровавшись Да, много было. разочаровался. Но это их, как говорится, проблемы фанатов. Шавхат вышел, у него задача была выиграть, он выиграл, да. Как Но настроение у него? об этом поподробнее поговорим, Хорошо. Я хочу рассказать об атмосфере. Придя на арену, я же в 2014 году был в UFC на 178-м UFC, когда Конор Макгрегор дрался с Порье на разогреве, внизу мейнкарда, кажется. И тогда я увидел много ирландцев. Тогда никому неизвестный Конор уже привлекал внимание за собой, там за ним шли толпы. Вот что не показал Ян Гэри. Мы были на Стардауне, за Ян Гэри никто даже не кричал, не болел. Все-таки у него какая-то... А ты был на турнире, где он проходил? В Нью-Джерси? Когда дрался Да. Порье Конор в Лас-Вегасе. А, тоже в Вегасе. Да. И для меня вот было интересно. То есть, знаешь, я так думаю, что уже, если в то время, наверное, зритель ММА, он шел на бренд, и, возможно, там, ну, на какие-то имена, да, точно. Сейчас он уже разбирается в боях зрителей. Их стало больше, фан-база, и она еще и стала разбираться. То есть им нужно там Джон Джонс, им нужно... Потому что я же был на бое Шавхат против Джефф Нил. Там чуть шума больше было. Там 2 титульника, да. Скорее всего, и Пантожа с японцем подвели. То есть не совсем медийный. Да, бой крутой, там красивый. Там, возможно, в Японии, там пол Японии это смотрела. Но при этом, при всем, неинтересно было. В Японии влог о подготовке этого Кая Сакуры, он в тренды попал, по-моему, на 1-е или на 2-е место. Так что Но там их Япония- толпа этих Нет, японцев. я слышал, что сам по себе этот Якура, он очень популярный, Да, медийный, он он там какой-то и блогер. тиктокер, блогер, там, ну, UFC правильно выбор сделала, даже если там хейт словила за счет того, что типа, Дебютант. да, за титул. дебютант UFC сразу вышел за титул. Ну, я его видел, там, хайлайты, там, бои, ну, крутые, проблем нет. Продать, наверное, Японии, вот чисто Японии они смогли этот поединок. А Пантожа откуда? С Америки? Пантош бразилец. Ну, бразилец, не знаю, Ну, бразилец. живет в Америке. Да, Бразилии или в Америке смотрели это, не смотрели, я не знаю. Еще я хочу сказать, за Шавхата больше людей болело, как на арене, так и на Стардауне. Интересно было. Шавхат такой привлекает зрителя, американского зрителя, европейского зрителя, вообще восточных зрителей, да, там, любителей ММА, именно вот своим таким. Ему не надо, вот что ему не надо говорить сейчас много. Сейчас Сула разозлится. Да, не, вот именно... Вот сегодня Шавхату уже не надо говорить. Он может только там выйти, взгляд какой-то показать, там что-то сделать там, и пройти дальше. Наподобие Перейра, да? Особо говорить не надо, там главное делай. И если смотреть с точки зрения поединка, смотрели бой? Да. Да, вот здесь буквально там 18 Я даже подкастов. комментировал на YouTube-канале Найза ТВ. Да, 18 подкастов тому назад мы говорили про это, я говорил свое мнение, что касается данного боя. Даже мы с тобой где-то поспорили, кажется, да, что я говорил, что это будет сложно. Я побрился потом на лысо из-за этого. Да, да. Ну, что мы с это тобой будет- как раз говорили, что это будет непросто. Я помню вот это Да, тему. да, да. Вот здесь вот 2 чувака говорили, да, быстро, без проблем. Минутка. Частно. Сейчас. И знаешь, в чем прикол? Тот взгляд, да? Мы смотрим на экран, видим Шавхата. И такой прикол, же суета, хипиш. Я больше чем уверен, что Ты весь про удушку. Да, весь Казахстан, вот так, как будто мы... у казахов есть такое выражение «тахам ксу». Ну, когда на лошади сидишь, когда сильно скачешь лошадь, ты сжимаешь бедра. И все время себя держишь в тонусе. И вот я больше чем уверен, что весь Казахстан в таком положении был. И такой взгляд Шавхата, типа, наверх смотрит, а вы что здесь делаете, да, типа, так, неудивленный, спокойный, хладнокровный, знаешь, такой, нету вопроса в его глазах. Есть такой, знаешь, такой режим, типа, надо выиграть, надо выйти с этого положения, надо взять. И очень, очень красиво вышел, но при этом
не очень красиво в это положение залетел до этого. Это Ну и было долго прям- там пробыл. Это прям было, знаешь, как мастер-класс, блядь, по захвату спины от Янгери. Я, блядь, в шоке был. Он сперва переводил ногу, сажал, и вдруг бух, и он оказался сзади. Честно сказать, мне кажется, и Шавхат сам не ожидал. Крутой поединок, мне понравился. Хорошо, что он был таким. Хорошо, что он прошел 5 раундов. Хорошо, что Шавхат прочувствовал каждую дистанцию, каждый сантиметр, каждую секунду этого момента. И насладился, я так думаю. И не сказать, чтобы он сильно там выдохся, упал там. Встал спокойно. Он может драться 5 раундов. Круто. Первый раз в жизни. Сула. Единственное, что мне в этом поединке понравилось, что Шавкат дошел до 5-го раунда. Ну, естественно, что он победил. Но я, Нурике, с тобой не согласен во многом. Вообще просто не согласен. В чем? Ну, то, что прям без проблем и все такое. Я вообще, короче... Где без проблем? Я Ну, сказал? то, что... Он вышел без проблем. Да нифига не без проблем. С этого положения. Ничего себе без проблем. Как там без проблем? Давайте включим, посмотрим, там какие проблемы были. Там Не, напрягая я имею в виду просто с этой позиции. характер С вообще этого просто позиции. жесткий, вообще просто все силы он там вообще туда воткнул. Просто, не знаю, возможно, он чувствовал, что за ним смотрит столько много народу, что именно здесь нужно проявить характер. Это та тема, помнишь, когда я говорил, что я не знаю, вот где вот запас прочности Шавката. Вот здесь вот я его увидел. Здесь ему пришлось просто титанические усилия приложить, характер приложить, чтобы выйти из этого захвата. Да, вот Эдуард Базров тогда не зря приводил пример с Алджимейном Стерлингом и Петром Яном, когда Стерлинг за спину, в смысле, повесил на него рюкзак и попробовал выйти и тоже в таком же положении треугольника. И у Петра Яна, все 5 раундов он почти так вот висел, и никак не получалось выйти. Здесь у Шавкат, я говорю же опять, это все прям, но, Шавкату есть над чем работать, просто килограмм всего есть над чем работать, потому что Иэн Гэри это единственный, опять же, я уже об этом говорил, повторюсь, единственный боец в карьере Шавката в UFC, который на что-то претендовал. Это не какой-нибудь 40-скольки-летний Томпсон. Это не какие там Прозаросы, Нилы, Магни и все в этом роде, которые, в принципе, не было шансов у них там пойти даже стать претендентами. Это был единственный соперник, который чего-то хотел. И вот, пожалуйста, такая ситуация. И это, знаешь, брат, ты мне тогда говорил, что рост, шмост, нет. Здесь вопрос не в росте, не в антропометрии, ни в чем. Здесь просто в желании соперника дать бой. И этот бой Иэн Гэри дал. А другие не давали бой ему. Смотри, брат. Вот я думаю так. Смотри, брат, я тебе одну вещь скажу. Проблема у Шавката в грэпплинге, мы ее увидели. Да. Просто есть, и все. Иэн Гэри не искусный воин в грэпплинге. Да, нельзя. То есть, я считаю, на таком уровне второй номер лучшей лиги мира должен обладать грэпплингом. Шавкат второй номер стал, да? Сейчас второй. Немножко как-то типа по-другому. И не важно, что у того чувака черный пояс по дзюдо. Это все отговорки. Это все отговорки. Нужен совершенно другой уровень. Там Белал, вот то, что мы с тобой общались, ты говорил, что Белала пройдет. И я очень надеюсь, что он его пройдет, но я скажу, что с Белалом, вот я уверен, будет гораздо сложнее Шавкат. Потому что Белал... С Белалом будет досрочка. Я вот думаю, то, что будет... Иншалла будет, но я думаю, что Белал это не Джефф Нил, это не этот парень, он будет там умирать. Он будет умирать хлеще, чем Иэн Гэри. Это уже пошли парни те, у которых нету назад шага. Вообще просто нету. Давайте. До этого были только такие чуваки, которые... Ничего страшного, я заработал, я был где-то там, эфирное время мне дали, я счастлив. А теперь пошли совсем другие парни. И вот здесь мы увидели Шавката, что у него есть проблемы. Но супер. Я Проблем очень много. Одна. Но от чего я был просто в восторге, 5 раундов, офигенно себя чувствовал. Вот это было, вот супер. Офигительное супер, я прям счастлив в этом. Дальше все остальное наживное. Главное то, что может дышать. Все остальное наживное. Вот ты сказал же, типа ты увидел бойца, который там, типа, оказал сопротивление Шавкату. Просто вы, ребята, должны понимать, что вот наверху мы говорим, мы всегда же как хотели раньше, чтобы в топ-10-15 попали наши бойцы.
это для нас значимо было, да? Ребята, в топ-5 собирается самая-самая крутая сметана. Ну, как у казахов говорят, каймак, да? Там Элита. наверху, Элита. да, элита. Это нормально, что человек там, да, оказывает такое сопротивление. Это круто, это так и должно быть. Но я тебе одну вещь скажу, Сула. Почему я говорю? Все время я обращаю ваше внимание на две вещи. Подготовка, что они туда пришли подготовленными функционально, там, морально, материально и так далее, это никто не отрицает. То есть на том уровне это всегда так. Обычно там и крутая команда, они бывает отказываются, там крутятся хабибы, там вот шафхаты, там и так далее. Это космос, да, грубо говоря, в ММА. Теперь, что касается антропометрии и настроя, конечного настроя в раздевалке, вот я бы на эти вещи конкретные. Если настрой в раздевалке все нормально, подготовка, ну понятно, что на таком уровне она должна быть на высшем уровне. Ну, потом вышли разговоры про травмы Шафхата. Теперь переходим. Ну, я знаю, я лично сам видел, вот даже здесь у нас оператор Ильяс сидит. Ильяса нет, да? Ильяс снимал, как Шафхат сломал палец. Прямо на Господи, тренировке. пожалуйста, Прямо на прекратите тренировке. про эти вещи говорить, я вас умоляю. Да. Вышел драться, дерись. Красавчик. А потом что-то это самое, у меня там, я болел, у меня освобождение от физкультуры, там сменку дома забыл. Вот эти слова надо просто прекратить, потому что мы выглядим в информационном пространстве какими-то непонятными. У казахов всегда есть какая-то отговорка. Вот это вот есть, вот, отвечаю. И если что не то, оказывается там это самое. Ладно. Да хватит, Подожди. такая тема некрасивая, брат. Самое важное, что я хочу сказать, Так. на что я акцент всегда говорил до этого, это антропометрия. Очень важна. Все говорят, Шафхату пройди в ноги, да? Человеку с таким ростом вообще, с такой антропометрией, когда у тебя ноги чуть-чуть длиннее, ну, намного длиннее, чем корпус и так далее, переводить именно в стойки вот такие вещи делать, это не совсем просто. Шафхату больше идет проход сбивающий, то есть как в американском футболе, да, проходит, таранит до конца и за счет мощи и так далее, и за счет тягучей массы. То есть низ тянет, причем давит бычком. Стоять на месте, вот это его действие, да, когда он там хочет сцепить соперника, который такой же этажности выглядит со стороны, очень сложно. Это вопрос чисто физики и геометрии, брат. Тут вообще даже бабки не ходи. Можно это нарисовать прям как на бумажке, и это будет выглядеть с научной точки зрения обоснованно, да? Ну, сами Ну, понимаете. слушай, у него были соперники, которые выше его даже ростом, он их переводил. И, Просто у него этот раз не у работало. Белала были как бы так, да? Ну, Я не не работало думаю, этот что раз, Белал что боится ты высоких бойцов вообще абсолютно. Братья, я опять говорю, я Но говорю это про наши- уровень говорю. Уровень наверху. Не, я с этим согласен, Да. тоже, что типа в топ-5 вообще не будет такого, что ты типа, Однозначно. будешь лучше Поэтому на кого- Баян Маратович меня тогда это говорил. Вот, пожалуйста, Баян Маратович, если вы меня смотрите, вот я про это говорил. То, что не было у Шавката таких соперников. Вот сейчас мы их увидели. Вот я говорил про это. Вот, пожалуйста. Потом, я думаю, Шафхату вообще в целом проходить нету смысла. А почему проходил тогда? Вот, нет, Ты про Белала? Мое мнение, нет, вчера вот с Яном, С Яном. я когда поединок смотрел, смысла не было проходить. Он хорошо попадал на руках. Он хорошо попадал, и его удары, по сравнению ударов Яна Гэри, они были значительнее. Ну, слушай, Гэри постоянно ноже. по ноге бил, и, в Да, принципе... да, ноге? очень Да. сильно. Ну, Стоперы, есть да, же- вот эти есть такой ужасные прикол, были. когда тебе бьют ногу, надо бить рукой. Не, это понятно, и к тому, что мы же тоже не знаем, что с ногой, там, например, у Шавката сейчас. Шавката. Может, ему уже как раз было неприятно, поэтому он боролся. Скажи, как вообще Да, вы пообщаться успели? настроение? У кого? У Шавката, Шавката. у команды. Недоволен он? Однозначно А чем недоволен. он недоволен? Ну, брат, он 18 раз выигрывал досрочно. Не, подожди, это понятно, то, Да. что в целом. А в чем как-то был разговор? Нет, разговора как такового не было. Мы Шавхата же знаем со стороны. Вместе сидели, спросил, как что. Но я на него когда смотрел, он недоволен был поединком. Недоволен был то, что, наверное, не зафинишировал, да. Но он сам не понимает. И, наверное, многие не понимают. Это и есть, как бы, замечательно. Об этом из-за этого мы и говорим. Если это было очевидно, как наши бабушки записали, да, ой, там, Ян Гэри, тебе там завтра голову оторвут. Если было бы это настолько очевидно, это было настолько неинтересно. То есть мы бы не поехали в Америку там и не сидели вот так напряженно за стулом. Так же? Раз это напряженно было, раз это прям... Вот вспомните
бой Федора Емельяненко, когда император приехал в Японию, все уже он там на пике своей популярности, уже никто там на него все смотрит, как там на Мухаммед Али, на Тайсона, он вообще ничего не говорит, и только от него все японцы шарахаются. И он выходит с каким-то японцем, я забыл его имя, японец берет его, роняет. Да. Он потом финишировал, Ну по-моему. это понятно, что Я финишировал. видел, Но его жесть. когда уронили, Еще у небольшой, него да, такой? сечка вот такая большая. Да. Жесть была. Это, как его? Он прям Конор затанцевал, он прям затанцевал, да. Емельяненко, он танцевал, и все это, знаешь, такое сумасшествие было, типа, ты что, вот, секунды, он бang, его выигрывает. Я помню, он его перевел, сверху залез, и вот этот свой забил. Но это же прям на этих бойцах, боях мы росли на этих боях. Вот кто скажет, что Это супер было. Федор лох после этого? Нет, пропустил. Ну так же и здесь. Что так же здесь? От этого величия бойца оно как бы не уходит. Я просто не хочу спорить. Не спорьте. Уволюсь. Так же и здесь. Так и запишем. Запишите. Давайте паузу, сладкую паузу сделаем. Да, халкан. Давайте, Мед мед очень вкусный. халкан. Ребята, если на полках магазина видите, истребляйте. Кстати, мы хотим рассказать тебе, что... Давайте время, наверное, или сейчас. Давай сейчас расскажем. Давай, У нас же давай. шло сейчас Найза Teams Battle Алимбет. Это реалити-шоу от Найзы. Не знаю, слышал ты, нет? Нет. И мы не могли никак найти какую мотивацию для бойцов, чтобы они между собой рубились, между собой ругались, между собой какое-то взаимодействие делали. Не пообещали им бонусы по 10 миллионов? Мы пообещали им бонусы. Ну что, заплатите. Но знаешь, в чем квартиру в Астане. Мы привезли просто пару коробок меда Калкан, и Да. наконец-то они начали хоть что-то делать. Да? Ради коробки меда, ты не представляешь, что там делали они вообще. Ну, там 25 баночек. Каждая банка стоит $10 тысяч США. Конечно, там будут. Это в Америке, а здесь дешевле? А здесь дешевле, ровно. Для наших. Там на... Короче, это отличная мотивация для бойцов. Так что, Круто. если у вас есть Король минутки Надо было получил. тарелки еще сюда поставить, стаканы поставить. Если у вас такая, зачем нам Ложка стаканы? есть, вилки. Стаканы без еды. Все. Мы просто ждали Дидара. Дидар, поэтому- мы тебя очень долго ждали. Я больше чем уверен, что он, как бы, знаешь, захочет, может даже уволиться с работы, лишь бы стол не ставить. Ну, это такой тип людей, короче, которые не хотят Ну, это серьезное копеечку заявление. Да, шучу, Дидар. Ну, мне кажется, он не захочет стол делать. Максимально. Захочет или не захочет, Не но его захочет. сделает, я уверен. Думаешь? Ну, тот, Вы с ним больше общаетесь. пацан Я сказал, его вижу раз в пацан сказал, неделю. пацан сделал. Я не думаю, что... Я его раз в неделю Не, только не, вижу. что Дидар Просто может, сказал. как ты сказать, ну, понял, что это не конвертнется, из-за этого не поставил. Я сейчас А когда я не ставил стол? Нет, я имею в виду, ты только что сказал, что я не поехал в Америку. Говорит, это только Миша так думает. Не, я же не давал слова, что я поеду в Америку. Нет, твое само тут- мнение, мышление, то, что типа из-за того, что это не конвертнется, я из-за этого не поехал. Круто? Другой вопрос, если слово дал, все, придется молодец. выполнять. Миша, Я в Дидара верю. человек слова. Да. Поэтому редко даю слово. Что, дальше? Я думаю, про UFC, что там говорить? Имеется в виду про тот UFC, который прошел в Америке. Мы там Шавхата бой посмотрели, это было Да вот круто. как-то, атмосфера какой-то. Не, А давай вот атмосфера- тоже. Атмосфера крутая, Армана. билеты были. Про Армана? Ну, давай поговорим. Билеты были, то есть они были в доступе до конца. То есть, не сказать, что прям битком был зал. Сейчас перед тем, как про Романа поговорить, то, что у нас тоже такая крючочек, да, останется. Сколько ты потратил на поездку? Просто вот, действительно, смотри, у Шавката будет там следующий бой чемпионский там против Белала Мухаммада в Лас-Вегасе. Вот человек, Да, который живет билеты в сколько Алматы. стоят? Сколько ему будет поездка Мне стоить? Мне лично билеты. Поездка почему? Мне лично Не, билеты. давай не тебе Нет, лично. смотри, мне лично, я же тебе хочу рассказать, потому что я же поехал не один, ты же видишь. С Мне сыном, да? лично билеты Сагындрагаю, и вот с нами наш коллега Рус поехал, да, троим купил шеф.
Алидар Булатович. Так. Я лично... Это на турнир или на самолет? Не, на самолет. Ага. Брат, чтобы ты понимал, 1 000 000 тенге тебе туда-обратно на самолет. Вот просто это важно. А, мне миллион кажется. тенге на 1 000 000 самолете, да? тенге тебе туда-обратно. Важно, чтобы люди понимали, Да. сколько будет стоить А прямой поездка. рейс, да, с Алматы или как? Нет. А ты через Через Корею, да? Амстердам? Я по-моему? через Корею поехал. через- Почему мне понравилось через Корею? В Корее с Сеула напрямую в Лас-Вегас летит. А в остальных Доха, Турция там, или Германия, они летят через Лос-Анджелес. Они, допустим, ты Казахстан, Франкфурт, с Франкфурта в Лос-Анджелес, с Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Также и там, допустим, Доха в Доху, с Казахстана в Доху, с Дохи там какой-то город Америки, и с Америки в Лас-Вегас. Ну, то есть такой вот, 2 пересадки. Из-за этого, когда я увидел такой рейс, наша вот travel, наш менеджер нашла такой рейс, я говорю, ну давай, и тем более я в Корее не был никогда. И еще вдобавок мы там с корейскими партнерами, своими приятелями встретились, переговорили по поводу там дальнейшего развития. У нас немало бойцов с Кореи, и они, каждый из них такой, знаешь, как бы значимый, да, крутой. Вот, кстати, 21 декабря с Тимуром Серикуло, местным семейским парнем, будет драться Ким. Боец Ким же, да? Да, парень, который до этого дрался с Нурбеком Кабдрахмановым в предтитульном поединке, вы помнишь? И этот парень, он очень крутой пацан, очень сильный пацан, и я думаю, что Тимуру вот как раз-таки такое испытание. Да, мы Тимура знаем, что он ярко выступит, там, захочет нокаутировать, а? Ли, то есть я Ли. И Ким это же... Какая Не-не. редкая фамилия. Какая Не-не. редкая, да, фамилия вообще? Не, Ким дрался с этим Жуманом, помнишь, когда ухо поролось? Я Ким перепутал. тоже очень... Но Ли, вот этот редкая парень, фамилия. очень крепкий и сильный пацан. Вот он скорее, допустим. Мы по этому поводу там как раз-таки переговорили, там с бойцами встретились. Один из бойцов, который был нашим чемпионом, перешел Суён? в UFC, да, Суён. То есть, ну, по этому поводу очень интересно была поездка. Я к чему говорю, что вот, допустим, я приобрел билеты сыну, там, приобрел билеты, там, помог приобрести билеты там, Ильдару Кудайбергену, и все вместе мы поехали. Но я думаю, если, допустим, планировать такую поездку, можно там заранее, ну, билеты туда-обратно, минимум ты возьмешь, ну, я думаю, минимум ты сможешь, там, если за полгода возьмешь, за 500-700 тысяч тенге. А так лям, да? Ну, вот мы приехали за лям, Так. грубо. Где вы жили, сколько давай, жило да, вот жилье? гостиница Отель, я думаю, надо рассчитывать так. На 2 человек в Америке надо рассчитывать 100 тысяч тенге. Сутки? Сутки. Это с едой, я имею в виду, там, Ага. туда-сюда. Вот ты 100 тысяч потратишь на проживание, питание. Я За так сутки. думаю. Вы 100 были, долларов Вы в были сутки. 3 дня, да? Да? Мгм. Это самое дешевое. Самое дешевое? Да. Билеты на UFC. Питание, вот, допустим, я не знаю, ну, что ты привык кушать. Если ты, там есть такая кухня, панда, ну, не реклама, а в плане того, чтобы там, если кто-то поедет, там Банда, такая- если вы смотрите на Изадай подкаст и хотите стать нашими спонсорами, то Платите. Алло. это Там- интеграция для там вас. рис, какие-то овощи. Китайская и кухня, короче. Курица, короче, да. Курицу тебе пожарят. Другого мяса нет, кроме курицы. Вот это мне нравилось, что потому что они могут же свинину там нечаянно перепутать, или мы можем не понять, да. Вот там покушать там на человека выйдет, ну, 20 долларов на одного, 25 долларов. Вот так. Это каждый прием пищи. Ну, можно посчитать. В целом такси, ну, в Лас-Вегасе туда-сюда двигаться минимум 30 долларов, 25 долларов на такси. Одна поездка. Одна поездка. 25-30 долларов. Ну, вот Ты смотри. можешь километр проехать и 20 Если долларов. суммировать, то получается около 2 лямов, да, уходит на человека. Если суммировать Да. на одного человека, ну, я думаю, 1,5. Если билеты за 700 взял, я думаю, тебе вот эти остальные 700 тебе хватит. 800-700 тебе хватит. 1,5 миллиона. И что интересно, на этот бой приехало около... Мы потом на улице собрались, пели гимн, 1500 казахов где-то. И еще многие сдали билеты, потому что не титульный бой был. Мне кажется, UFC, почему вот Санка, да, вот это, да, Санка, Лаура, да, Лора, Лора-сан. она начала говорить на казахском. И вообще они в целом там прям акцентируют эту тему, потому что они видят реальную фан-базу. Они сами Да. заинтересованы в том, чтобы Шавкат начал дорого стоить. Главное, чтобы Шавкат еще чуть-чуть начал помогать им. Да. Вот чуть-чуть заговорил на английском. Слава богу, Шавкат! Ты чуть-чуть заговорил на английском. Little bit там вот это, да, пошло вот у него. Надо двигаться в этом направлении. UFC сама уже помогает. Вот уже Лору Санку начинает там что-то спонсировать в этой теме. Чуть-чуть надо двинуться туда. И вообще, если я был бы счастлив, знаешь, вот если бы UFC сделал бы ставку на Шавката, как и на
Перейру. Ну, мне кажется, Супер Да был. уже вроде, ну, все в знаешь, порядке. мне кажется, Надо если, сначала стать чемпионом. если Шавхат станет чемпионом, да, он будет такой как бы... Как Перейру Он сделать намного его? интереснее будет, чем Беляль для UFC. Ну, это 100%. Белал самый ненавистный чемпион. Всё-таки. Да, и я сейчас думаю, Дана Уайт так и ждет, что типа, избавиться от Беляля. Но это, опять же, надо Шавкату работать еще. Конечно. Вот конечно. на своем имидже, на своем медике нужно поработать. Если UFC... Я могу ошибаться, но если UFC увидит, то, что Шавкат не двигается в этом направлении, они найдут другого. И все. У него Хоакин Бакли есть. Машина дурная. Да, Вот Хоинкен Бакли, Хоакин Бакли. этот, как его, Беляль разберет. Да там, знаешь... Его и Усман разберет. А кто Перейру не разберет там? Перейру? Да. Тоже же есть пацаны, которые могут его спокойно разобрать. Давай, мы одного как минимум знаем. Но они его не подпускают к нему, и все. На нем просто зарабатывают деньги. Просто, то есть, если UFC увидит, то, что на Хоакине Бакли можно заработать больше, чем на Шавкате, и это будет дешевле для них стоить, то есть, Шавкату надо еще пойти вот в сторону, как говорится, UFC и начать вот просто. Я прям жду Всё этого правильно. момента. Я думаю, закончим эту тему, да? Да, Поездку. в принципе, очень Круто, много Круто, всего. да. Про Армана не поехали. будем тогда говорить, да? Про Армана? А, точно, мы же вообще закинули крючок. Вторая, да, вообще Ну, новость. да. Хорошо, Второй ты казах, нам- который в Хорошо, ты UFC. нам зубы заговорил. Дебют, видишь, Армана произошел в UFC. Ну, неплохо, в принципе, что он. И С Двалишвили, да? 2-0. Мираба выиграл и его соперник. Да. Нормально, Арман красавчик. Какие-то санкции были или нет? В отношении него? Нет. Он что? Я вот, знаешь, как бы тебе одну вещь скажу. Что бы Арман ни говорил, что бы Арман ни сделал, не имеет права боец бить фаната. Да. Фанат туда пришел Полностью орать, согласен. кричать, за него Полностью голосовать, согласен. там, не знаю, Да, рвать да. на себе волосы. Но он тебя не ударил, ты его не трогай. Даже если он тебя ударил, ты, этот, как его, там, чуть ли, ну, чемпион UFC, кому можно приравнять? Это точно выше, чем заслуженный мастер спорта, да? Выше же, да? Ну, такой же уровень. Космический наверное. мастер спорта, можно Вот сказать, да? Смотрел ты это интервью, где этот, короче, говорит, знаешь, Чейл Сонен. Он говорит, фанаты, говорит, Да. они, говорит, всю неделю, говорит, откладывают деньги, Да. чтобы прийти туда, расслабиться, говорит, Да. выпить. И чтобы расслабиться от этого шоу, не имеет права боец трогать его. Конечно. Не Пришел, имеет пришел, права, говорит. типа, Как раз бы хочет то выпить. ни было, вообще, говорит. Нет, в чем, что он хотел показать? Что он его выиграет, ну, или, типа, может уронить, ну, в этом кто-то сомневается, но никто не сомневается, что профессиональный боец может кого-то там однозначно, уронить, конечно, да? он всё- Тем более человека, который там, возможно, там не тренировался там ближайшие там полгода, да, там. Ты хочешь его ударить, ну, гонь его это, я считаю. Ну, полностью прав и Дана Уайт, и Чел Сонин, и многие другие, которые И там Арман. критикуют. да. Арман тоже прав. Арман что, красавчик Красавчик уклонился, вообще. оттяжку сделал, Да-да-да-да-да. двоечку пихнул. Мы все видели. Я потом еще звоню Арману, говорю, а ты же с ним рядом шел. Я говорю, Атровская вот что школа ты- бокса, она тоже как бы это не слабая. Атровская школа. Атровской школе бокса, ассаламу алейкум. Да, ну давайте перейдем, да, на статистику. Или что там написано, господи, Виктория. Да, я думаю, что можно Сула, же... я тебя Ненавижу, сука, да. Да нет, там просто была статистика. Ты же сам говорил, что это литературное слово. Че? Люблю. Ты же сам сказал, что это литературное слово. Не, я тебе ничего не В говорю. прошлый раз ты говорил. Да. Вот, сволочь и Какое слово? сука. Это Ладно, мы не ругаемся, даже литературно. У нас здесь Литературно. обсуждение ММА. На самом деле, давайте просто интересный бой обсудим. Во-первых, Александр Шлеменко, он в очередной раз забрал реванш. Он такой король реваншей, у него уже 10 реваншей успешных. Он победил молодого и топового бойца Анатолия Токова, а Александр Шлеменко сейчас 40 лет. И как бы вот он показывает 40 лет, что можно выступать прям на супер топовом уровне. И удивил всех, потому что у него тоже был какой-то лютый коэффициент. И это такой прям апсет, наверное, в российском ММА может быть чуть ли не года. Физически поменялся, да, такой, да? Да, он Атлетично очень стал. хорошо стал выглядеть, атлетично. Он сам сказал, что у него впервые за всю его карьеру кубики появились на животе. Ага. И прям видно было, что мышцы такие налитые. Конечно, да, выглядит идеально. Ну, может быть, он, когда дрался в Беллаторе, я всегда за ним наблюдал, ну и даже в каких-то там других лигах, он всегда выглядел одинаково. Не особо гонял, вот прям сказать, что он там атлетически пипец сложен, не было такого, да, мнения. Но в последнее время, мне кажется, это тот,
я где-то его интервью увидел, где он рассказывает про анализы, как он к себе относится. И я думаю, что вот есть такой тип бойцов, которые не принимали раньше ничего такого серьезного. Ну, там, тест, гармошка и так далее. Это я только такие поверхностные вещи сказал, еще там в углубление. В основном там после весогонки, возможно, какую-то капельницу, которую там капельницы все ставят. белковые препараты, там, ну, не запрещенные, грубо говоря. Ну, сейчас UFC капельницы вообще, в принципе, запрещены. Да. Ну, то есть, давай вот так назовем. Не будем говорить капельница, не будем говорить допинг, не будем говорить фарм, а скажем препарат, который ускоряет процесс как восстановления. Витаминки. Не Белая витаминки. фарма. Это называют белая фарма. Я хочу сказать вот так. Вот есть препараты, которые явно за короткий срок меняют тебя. Тестостерон, гормон роста, ну и там Стероиды. другие анаболики, после которых ты там можешь месяц покачаться и реально измениться. И, допустим, наверное, с Шлеменко такая ситуация произошла, что 40 лет, и он думает, что допинг-контроля в любом случае же нету, и он думает, что это надо делать, да, после 40 лет. Какие-то там гормоны упали. И в этом его, наверное, никто не вправе осуждать. Почему? Потому что он красавчик, реально, в том плане, что до 40 лет он дошел. Мне казалось, что он дошел без фармы вообще. Он, причем по России и вообще по СНГ, в принципе, является бойцом, у которого наибольшее количество боев и побед в ММА. Красавчик. Он мне, знаешь, он всегда мне нравился. Мне, как бы, конечно, не нравится вот эта его точка зрения касаемо какой-то определенной... Ну, когда касается роль каких-то вопросов таких национальных, где-то я пару раз услышал, и то могу ошибаться, ладно. Мне кажется, да, что... Да, он, А он в целом- в принципе, нормально. Да, он говорит. ничего Он, в принципе, точно не нормально говорит. говорит. Там Не просто говорил? это, знаешь, замонтажено вот так, преподнесено так. Он там больше У него когда качает... с Тёмой, да, кажется, конфликт был, или с Арнавским, да, что-то? Не, он никогда про нацию так конкретно не говорил, Он что- качает, я тебе скажу, он качает не больше, чем мы, казахи, Да? здесь, в Казахстане. Вот я тебе так скажу. Не, в этом плане я смотрел... Ну, то, что интервью, я видел, по крайней Я мере. видел, как он открывает залы, открывает вот эти Детские спортивные площадки, площадки. кстати, да. Именно в плане как функционер, как тренер, как боец, это вообще находка, да? Что-то с Федором у них конфликт, да, какой-то? Да, ну, в принципе, у Александра Шеменко практически со всеми бойцами Так какие-то и должно конфликты. быть. Да, но при Так и этом должно быть. с Федором, да, потому что в свое время Александр, он отвечал за вот Омскую, вот этот союз ММА, там, да, как это называется, федерацию. Федор просто глава союза ММА, и они там из-за чего-то, я уже честно даже не помню причину конфликта, но Федор его называл: ты блогер, там, не боец, вот что-то такое. И поэтому для Александра было очень важно победить типа ученика Федора и потом сказать ему, что... А он сейчас ученик Федора. Ну, Токов выступает за клуб Федор Тим, да. А, Но подводился он к этому бою в Дагестане. Прикольно, да, блогер. Вот кого я бы Александра Шлеменко точно блогером не назвал бы. Не это, ну это же не обидно. Блогер Нет, это не что-то обидное. вообще, даже, вот, допустим, я не говорю, что это обидно. Я бы не назвал его блогером. Не, я бы назвал, Он что ведет же прямо у активно. него свои канал, со- причем он да. каждый день что-то туда выкладывает. Он и, в активно принципе- ведет свои соцсети, братан. Не, ну как боец же. Нет, как он рассказывает, там, отвечает на всякие Да? вопросы. Да, то есть он в этом прям плане... в Влог прямой ведет, да? эфир выходит, он делает. Я просто подписан Ну, на него. на самом деле, ты правильно говоришь, это слово не обидное. Да, Да, просто да. кто-то... Я может быть, блогер, просто брат. мне кажется, для... Я Не, тоже. ну ты-то кстати. блогер, понятно. Я тоже. Не обидно. На самом ты деле тоже, ведь мне не кажется, обидно. У тебя по 5 рилсов в день Не, выходит. я бы не назвал себя блогером. Эти рилсы, они выходят, знаешь, как бы, исходя из моего контент-плана. У тебя 5 А что рилсов в 5 делать? рилсах я могу я не быть вообще. А что плохого быть блогером? Я про это и говорю. Я вот не то чтобы... Ты опять меня не понял. Не то чтобы плохо. Я говорю, это же ему надо соответствовать, блогер, да? Это же типа как профессия. Ну, у тебя есть своя страничка, свой блог, типа. Да, ну ты там ведешь, рассказываешь. А когда ты там вытаскиваешь там новость, ну, тогда равно. корреспондент я, не блогер. Да. Ну Ты, да. наверное, имеешь в виду, наверное, имеешь в виду, знаешь что? Что его основной заработок не с блогинга. Это Ты понятно. Это, наверное, имел в это виду. понятно, да. Но, допустим, вот смотри, твоя работа. Ты вот Да, даже, Миша, это меня... вы соблюдаете контент-план, выходите к зрителям, объясняете ситуацию, рассказываете про тот... И я, допустим, подключаясь на твой канал, я знаю, что я ничего не упущу в этом плане. Вот и все. Подписывайся на меня. Я могу не обещать тебе, что ты там точно узнаешь информацию про ММА Казахстана или там всемирного ММА. Я могу ее не Знаю, ты выпустить. часто выкладываешь. Я делаю это для души, да, грубо говоря. Вот и все. Вот так. И с точки... Мне кажется, у Шлеменко, мне кажется, вот два направления. Первое — это
какой-то имеет воспитательный такой посыл для Ну, молодежи. социалка. Да, он все время говорит там про нужность воспитания там, и так далее, и так далее. А второе, ну, для раскачки своего поединка, ну, В прикольно. этом плане, ну, он очень круто справился в этот раз. И, ну, честно сказать, я не ожидал, что он победит, потому что все А я равно... ожидал. Ты ожидал? Да. Я на бумаге не видел вообще, ну, там, я, по-моему, писал, типа, 10/90. Ага. Вот такие шансы видел. Но прикольно в том, что я бы даже, как тебе сказал, если ты мне принес этот поединок, сказал, вот, Нурбек, давай посмотрим вместе, я бы не посмотрел. М. Я не досмотрел его. Я его не Вот, досмотрел. знаешь, вот бывает такое, этот реванш, он, наверное, имел важность только для самого Шлеменко. Потому что, допустим, с точки зрения истории и там, допустим, величия, да, ну, хоть Токов и выиграл, там, Магу Исму, да, я помню, да, Да. и Шлеменко, Да. он даже не приблизился на тот уровень популярности, уважения, ну, по крайней мере, это мое субъективное мнение, как там Шлеменко и Мага. Слушай, ну это же, знаешь, посыл, на самом деле, вот тоже, опять же, возвращаясь там к Найза Teams Battle, Алимбет, реалити-шоу, которое скоро выйдет на телеканале А Спорт когда Плюс он выйдет, Казахстан. кстати? Когда он выйдет? Ну, это надо В этом спрашивать. году? А ты Айку знаешь? Айгерим? Да. Маленькая такая, злая. Била она тебя? Била его, я видел. Била? Это Я не знаю, Айгерим надо попал ли. палку дать такая. А у Она него маленькая, была- но она может всех побить. Сколько, 3 палки об тебя сломал? Я на второй день хотел уйти. Отвечаю, были моменты, когда я плакал. Я все это видел. Все плакали. Я тебе даже так скажу. Я все это видел сквозь слезы. Она еще мне говорит, вот Сула такой молодец, говорит. Бесплатно все делает, говорит. Не бесплатно. Да. Не бесплатно. Уже как минимум 3 палки. Миллион мы с тобой договорились. Давайте вот уже нормально, чтобы ничего. Я к чему это говорю? Вот то, что Токов действительно по скиллам, он, правда, ну, до боя точно выглядел лучше, чем Александр Шлеменко. Хоть он не завоевал пояс Беллатор, но он в современной истории за пояс Беллатор дрался. И просто он никогда... Вот я даже, знаешь, ему писал несколько... У нас с ним есть одно интервью или 2 интервью. Я ему писал, и он говорит, я не даю интервью, я не люблю давать интервью. Каждый раз так, типа. И Шлеменко вот... Качай с моего блога, говорит, да? Ну, типа, да. И Шлеменко понял эту тему и начал качать, типа, он говорит, а за что вы вообще Токову деньги даете? Вот и он так качал, что за несколько дней до боя Токов как начал интервью раздавать, короче. Ну, Шлеменко реально сделал, типа, из Токова уже бойца, который более интересный, чем Токов до, типа, боя со Шлеменко. И это, конечно, очень Я сейчас крутая история. тему расскажу. Короче, Сумели они, сумели. И вот я процитирую этого Камиля Гаджиева, он правильно сказал. Токов, говорит, в хорошем смысле этого слова, говорит, очень, типа, нагло поступает в плане того, что вообще не хочет участвовать там в раскрутке. И знаешь, он прав в плане того, что он же выиграл Шлеменко, и он выиграл там Магу. Он говорит, хотите там качайте, хотите не качайте, мне мои деньги заплатите, я же фаворит, ну, образно, да? Типа, я иду драться, да, вот так, да. А теперь, после проигрыша, и когда, видишь, я так думаю, если я сейчас ты мне напомнил, я не знал. Ты же мне сказал, что он в зале Федора Емельяненко. Скорее всего, это все специально использовалось, ну, как бы, технология, да, там, и Федора имя использовалось, потому что Токов, ну, как по себе, понятное там, не шумный, да, нужно было Не, так и- имя. Я просто к чему говорю, что я слышал, что в зале Федора вообще не приветствуется вот это много говорить. Ну, да, по-любому. а Ну, то почему есть мы есть так же долго какая-то- говорим про Шлеменко и Токова, пацаны? Это интересная Ну, тема. это Иван. крутой Кстати, поединок. вот Ну, по поводу этого сейчас... Совсем, Сул, он дай совсем не скажу. крутой поединок Не, был, Сул. братан. Нет, это крутое событие в плане того, что Шлеменко дерется, во-первых, в 40 лет, во-вторых, в хорошей форме, Ну, в-третьих, поговорили это уже, легенда. бабка. Апсет еще. Это легенда ММА. Чуть-чуть поговорили. Нет, смотри, Сул, Бог. что Для важно, меня. у меня товарищи делают медиамониторинг по российским ММА-лигам, и вчера же был еще ACA, вот, а до этого было «Наше дело» еще турнир. И по публикациям, по вообще какому-то шуму RCC на первое место вышло. Поэтому, ну, как RCC? бы... Да, ну, Не, вот Шлеменко. они круто постарались. Я тебе еще Шлеменко. раз говорю. Вот, что я слышал всю эту неделю? Что Шлеменко конфликтует с Федором. Что Токов выигрывал и Шлеменко, и Магу Исму. Что Токов ни хрена не делает для того, чтобы раскачать бой, а Шлеменко не оправдывается, но при этом как-то говорит про то, что он, ну, типа, ему же намекают, ты так хорошо выглядишь, атлетично, там, типа, фарма, не фарма, там, туда-сюда. Он и не отрицает, и не говорит, а наоборот, как бы, говорит, что, типа, нет, он за собой Вот, хорошо следит. Да, мне кажется, это тот случай, когда Сул
Я вообще порядке? просто не понимаю, я говорю, почему мы про них говорим так это долго тот случай, уже. когда ты Минут бы мог 15 сказать. мы говорим про какого-то шлемика. У нас, по-моему, есть дофига тем, Все, давай про которые мы последний. можем говорить. Какие-то Не, шлеменки, просто шлеменки. у Миши Шлеменко друг Миши. Нет, я понимаю, ну ты-то поддерживаешь куда, он что, твой друг. Ну, мне интересно. Я Да, его, брат, мы я его уже в жизни сколько не можем видел, мы но про мне, него но мне говорить интересно. уже? Я не его поединок, видел, брат. не поединок, как сказать? Ладно. Ну, Ладно, последнее, что я скажу, просто ты меня уже, знаешь, вообще сбил все мои мысли. Брат, он здесь сидит Нет, для этого. я хотел сказать, что к чему я возвращался к Найза Teams Battle Limit, что мы с Сулой, да, пытались все реалити-шоу объяснить бойцам, что если вы не будете продавать свои бои, делать что-то интересное, то вы никому не нужны будете. Значит, я продам, вот не продам, а как бы, давай я промо сделаю. Ребята, если ты боец, никому не известный, пусть у тебя будет в графе 000, и ты хочешь как-то стать бойцом, о котором будет мечтать, не мечтать, а говорить хотя бы промоутер того или иного промоушена, без разницы, это Найза, там, Октагон, Ваш Прайд или, возможно, там, российский промоушен. Тебе надо обязательно это реалити посмотреть, и ты поймешь, как надо действовать. чтобы чеки твои были большие. Жизни бойцов. Чтобы когда ты попросил у Карабала, мне будет бонус. И Карабала тебе вот с такой вот улыбкой сказал: смело, братан, бонус тебе. Вот если хочешь, обязательно посмотри нашу Найза, потому что мы тебе там прямо аузна шайнап, аузна салаватом всю информацию, которая тебе нужна для успешной карьеры. Мы там не говорим про спорт, как тебе нужно качаться, какие тебе нужны там занятия там и все этого. Мы просто говорим тебе, как тебе нужно поступить, даже если ты нулевой боец. Вы что просто... Мне самому Нет, там вообще жестко. И знаешь, да? мы передали твои слова бойцам, конечно. что если каждая серия будет набирать 1 миллион просмотров, то тогда вот этот вот бонус, который ты обещал, жирный, они получат. Да, а без бонуса, если никто не смотрит, если ты никому не интересен. Вот я вот там говорил то, что вот я тебя цитировал, я говорю, вот Карабала мне тогда говорил, и дофига раз говорит, что вот они просят бонус, а я их там посмотрел 1500 человек в Ютубе. Мама, папа по 3 раза каждый раз. Вот тебе, пожалуйста, там, да? Это 1500 просмотров. А просят бонуса, вообще труба. Странички социальные не ведет, ничего не делает. Таких, как вы, вон в любой зал зайди, вагон и маленькая тачка. Потом еще отговаривают участников участвовать. И еще и ходят, короче, ну это... Да, отдельный разговор, мы разберемся. Мы разберемся. Сыром мы дойдем до тебя. Ты уже мы сейчас будем здесь разбираться? Не, потом. Потом, уже по публичную порку сделаем. По ходу реалити. Да, видишь, когда вот бывает так, что там менеджера клубов, команд или там, не знаю, руководители команд, возможно, тренеров команд, они всегда заведомо дают аванс своим бойцам и передо мной говорят: вот Нурбек, он вот такой, он супер, он крутой, сейчас только поставь, вот сейчас он пойдет, он там вес загоняет, он вот. И когда ты в итоге видишь обратный результат, я не обижаюсь на это, не огорчаюсь, не обижаюсь, но я самое главное хочу увидеть стремление этой команды, этих менеджеров исправить ситуацию. Ну, то есть повлиять не для меня, а для себя, потому что это вопрос культуры команды. И если у них есть такой беспредел, который может там заниматься, сидеть дезорганизаторством. Это вообще, это было самое... Таких надо так ножом вырезать. Однозначно. Я говорю, конкретно болячку, да, подставили Эдуарда Базрова. Хочешь драться, дерись в ринге. Подставили Эдуарда Базрова. Очень много спойлеров. Ужас. Вы все это увидите совсем скоро. Ужас, да? Да, вы скоро увидите. Очень крутое реалити получилось. Ну, надеюсь. Да, мы пока не знаем. Если вы хотите увидеть, как Сулу хотели побить, каждый день. И один раз даже получилось. Айгерим. Ногами и даже по лицу. Айгерим прыгал на голове его. Это жестко было. Даже я вышел из помещения. Ребята, давайте перейдем. Знаешь, вот к чему я хочу перейти? Сейчас, у меня тема просто прикольная. Опять про Шлеменко, ну господи, опять когда закончится? Смотри, ты сказал про допинг, а в ACA это будет первая лига, как они обещают, которая будет допинг-контроль. Просто интересно, это будет в России. Вот что ты думаешь про Найзу? Может быть, это будет вторая лига в СНГ, которая ведет допинг-контроль? Вообще, как в 2022 году мы подняли этот разговор. В принципе, недорогое удовольствие. Ну, имеется в виду, если выборочно делать допинг-контроль и делать его только на соревнования. Допустим, сидят специалисты. Как вообще происходит сегодня в любителях эта история? Ты приходишь на чемпионат тот или иной, обязательно берут у чемпиона допинг. Обязательно. Чемпион встал, допинг золото, взяли серебро вроде. И ушел, да. Не, возможно, даже серебро не берут. И берут у бойца, который прям яро в глаза попадается. Ну, бывает такое, да, там, на всех раундах, на каждой секунде там бросает, перепрыгивает, делает невозможно. Таких бойцов сразу за ручку забирают, делают допинг, смотрят. По PC, да? Откуда столько энергии, типа, да? И я даже
В 2011 году был случай. В то время Федерация Панкратиона, которую руководит Сағындық Микеев, были 4 вида спорта. Грэплинг ноги, панкрейшн, традишн. Панкрейшн, традишн был и комбат ММА был. ММА. Тот панкратион, который сейчас есть там, он раньше назывался ММА. Кстати, его сейчас опять переименовали, говорят, в ММА. Он же в UAV входит, в Всемирную борцовскую ассоциацию. Паша Наливайко, первый чемпион мира, кстати, с Казахстана по ММА. По ММА. Он дрался, прошел там 3 боя в конце. Тоже мы с детства вместе в зале, классик наш, вместе росли, можно сказать. Дерется в финале, байга, туда-сюда, там бал, чуть-чуть, и вот бах, и тот свипует, Свипует, и там бал забирает, и отдают победу канадцу. Там 3-2 или там 4-3, вот так, да, 1 балл. Все, Паша расстроенный, медаль одели. Как только этот канадец взвешивался, его забрали, наградили, его забрали сразу допинг. Допинг проверили. Паша приезжает в Казахстан, приезжает медаль через 2 месяца. Не 2-е место, а уже чемпионская медаль. То есть отдали ему. Пашу не проверяли. Я просто к чему говорю? Гипотетически Паша же тоже мог бы быть под допингом, да? Так же? Вы точно друзья, кто с детства? Нет, я говорю, вот сейчас не к Паше относительно, а, допустим, 2-е, 3-е место. Если они будут проверять, как в UFC, реально, мне кажется, это будет работать. А так, выборочно, когда ты можешь договориться, чтобы тебя не проверяли... Они точно будут выборочно это делать? Да? Опять вопрос. Может быть, в последующем, чтобы мы понимали, примерно $500 стоит на одного человека сделать вот эту аналитику. Видишь, еще же аналитика-то это одно, наверное, а еще же нужно платить людям, которые поедут там в какое-то там село, где еще находится человек, оплатить им билет. Смотри, да, ты прав. Я к чему говорю, что если там на соревнования не будет брать, это же там будет происходить. То есть это стоит... Непонятно, неизвестно пока. Да, а если они будут там, вот мы назначили бой там Артема Резникова, который должен пройти там в России, да, там сейчас ноябрь, а это в феврале, да, будет. И они могут, да, в принципе, у этой, как его, ВАДА, да, или как это называется? УСАДА, у нее есть сотрудники по всему миру. Как происходит с Шавхатом, я же вижу, или там Хабиб, когда там вместе двигались, да, там еще в UFC боец, здесь в Казахстане, там еще кто-то. Им прям звонят на месте, ты где? И у них приложение есть, он должен отмечать, куда он уезжает, приезжает. Прикольно. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. И вот из этого тоже вытекает история одна. Артем Резников снялся с боя с Юсуфом Раисовым, и очень сильной критики, да, он подвергся от Асланбека Бадаева. Тут тоже интересно Сулина мнение послушать. Асланбек говорил, что типа боец болеет, мы зафиксировали, что у него действительно была температура, но даже с температурой типа ты должен спасать бой. Вот просто ты как думаешь, должен ли боец выходить, если у него температура, потому что там много вложено было в раскрутку? Конечно, с точки зрения как промоутер, там Асланбек для себя прав. Но, если честно, это звучит абсурдно. У человека температура 39 градусов. Как ты ему... Да, вот так, допустим, прийти и сказать, типа, попробуй, да, давай попытайся. Но говорить это там на массы, типа, как сказать, типа, ты должен был спасти бой, а у него температура, я считаю, что это не совсем правильно. Мое мнение. Сула, вот ты человек, который всегда говорит, зачем мне эти отмазки нужны, типа... Я скажу так, я очень сильно уважаю Асланбека Бадаева. Бадаева, брат, если ты меня видишь, салам алейкум, обнял. Но Тёма заболел. Он реально заболел. И это те риски, те издержки, которые берет на себя промоутер. Всякое может быть. То есть никто не застрахован от таких вещей. То есть это было не до... ты же мне рассказывал, да, то, что зашли врачи ACA, измерили все это, да, и тут уже все понятно. Вот он не вышел на бой, потому что он болел. Мне, знаешь, не понравилось, что как-то в информационном поле это хотели подать, типа Артем съехал.
Ну, вот это не понравилось. Знаешь, ну мы же Артема не раз видели, когда он один там со своими Да, да. секундантами ездил в Россию, Да, там, да, 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 да. конфликтовал с тем же Раисовым, там, на Стардауне, Да, после, да, да. там, И не так только далее. туда, везде Ну, то он есть- ездил, да, да, То да. есть, С Адилем Бурамбаевым. как сказать, в его, то, что он там не боится, там, ну, как бы, остаться один там или еще что-то, ну, мы же понимаем, что это, как бы, где-то ему стыдно, возможно, да, что как бы, ну, не подвел там и так далее, и так далее. Но это риски, вот как раз-таки Сула правильно говорит, это реально. Ты там, должен да. взять риски на себя, это промоутер. Да. То есть я, Майкл, вот смотри, вот ты говоришь, что вот ты вот не любишь там, вот это как раз-таки тот случай, когда он не вышел на бой, потому что он болел. Вот если бы он вышел бы на бой, проиграл бы, сказал, у меня была 39 температура, это уже другой, как говорится, разговор. А здесь он не вышел. Все норм. Да. Он болеет. И даже вот этот случай, да, там, помнишь же, Раисов зашел к нему в номер, я Да, увидел, да, да. зашел в номер, и он говорит, да, вот температура, он говорит, ну, типа, врачи запрещают вес гонять, и он говорит, ну, давай не гонять, типа, ну, намекает, типа, давай не будем. Ну, как бы, По Раисову, брат. такое ощущение, и Раисов, и Не, я имею в Асланбек виду, по Бадаев, Раисову было видно, что Раисов зашел, увидел Тему, и он все понял, то, что нет здесь никаких этого, прям видно было, что ну, я так увидел, то, что Раисов увидел в Тему реально больным, и на лице у Раисова было понятно, ладно, все. Просто так в прикол сказал, ну, Да, можем да. же и не гонять. Но было по нему видно то, что тут тоже бесполезно, болеет человек. Понятно, да, парень заболел, ну, как бы... Реально ну, заболел. Чувствует, это на таком уровне бой, где ты должен быть 100% готов. Там не Да, бывает да. наполовину, там Да, ты 100%. однозначно, Вот как раз только таки. так. Только так. А то, что это хотят... То, что Асланбек Бадаев, возможно, разочарован или там, ну, не знаю, огорчен, да, там. Ну, огорчен Это 100%. нормальное явление, и да, он имеет да, право на это. Да, Но да. говорить о том, что, типа, блин, надо было спасти бой при 40 температуре, ну, как бы... Это мнение каждого. Не совсем, наверное, этот. Ну, знаешь, что подводится к тому, типа, мужчина, не мужчина. Да, вот, типа, как будто бы, да. Да это же спорт Ой, у профессиональный. нас столько было таких разговоров на реалити, да, Сула? Мужское, не мужское. С первого же дня. Мы ясно? вот постоянно запрещали на улице драться им. Хочешь драться, дерись в ринге, на минутки. У нас капец, сколько вот было Но прецедентов. вот, допустим, этот бой, да, вот из всех событий, которые были, тот же Фаридун Адилов, да, допустим, с этим. Адлан Да, Ибрагимов. почему он интересен, допустим, его соперника вообще не знаю, но бой Фаридуна Адилова там интересен из-за того, что он там в свое время нокдаун тот Ибрагимов уже выиграл, да? Адлан Да, Ибрагимов. да, На задушил. Адлан Ибрагимов был коэффициент 5,5. Да. А еще и он дрался с этим. Должен был драться с Даурен Мирмековым, да, не подрался, помнишь? Ну, короче, таких моментов много. На Иглс. Да, на Иглс. В Атрау это было, когда он там вес не согнал или что-то Да. такое. Как раз после этого он перешел в 93 уже. Он же с Шавкатом дрался 77, с Дауреном должен был драться 84, а сейчас он дрался за титул в 93. Тоже прям большим стал парнем. Прикольно. Так, Вот это, Нурике, скажите про нашу сборную пару слов. ММА? Да. Кстати, да, вчера, Очень в новость воскресенье, такая. мы встречали в Сагындык Агай аэропорту. прилетел. Да, в аэропорту нашу сборную по ММА, версии Гамма. У нас две федерации ММА. Одна Аймов, другая Гамма. И, знаешь, я раньше на Гамму не смотрел так, как будто бы, ну, это, я ее не считал, честно скажу. ну, она считал второстепенный какой-то, да, Я действительно, считался, во-первых, второстепенным, во-вторых, не конкурирующий с Аймафом. Но когда мне вчера показали по приложению, я сперва не поверил. Ну, честно сказать, я как бы огласил, ну, гуру, ну, реально, что ли, 66 стран? Мне показали в приложении заявки, сколько людей и сколько стран. 66 стран, 950 человек, насколько я помню. Ну, это же пипец. 66 стран собрать, это пипец. И там очень такая большая сейчас работа ведется, тоже в клетке турниры, тоже этот. И наши казахи пошли, там 9 медалей, 9 золота забрали. Данияр Койшибек, кстати, рука сломалась, иначе он бы тоже стал чемпионом. 10-е золото забрал. 19 медалей. 19 медалей в общей сложности. Да, мы вчера их встретили. Там члены федерации и член Национального олимпийского комитета Гаджи Шапиевич, Сагындык Агай, один из основателей и там... Гамма это Сагындык. Гамма это Сагындык Агай. Вице-президент Микеев. этой федерации встретили. Да, Гаджи Гаджиева не было, но он
устроил так, что там премию от федерации выделил, там каждому чемпиону дали по 500 тысяч долларов, по 500 тысяч Ой, долларов. ё-моё, я уж в ММА хотел записаться. По 500 тысяч. Взломай. 500. В будущем, наверное, так и будет. 500 тысяч. Ты забрал уже, да? Да. 500 тысяч тенге, в призерам по 250 тысяч тенге. В общем, сложно там 10 миллионов мы раздали только там на... Супер, супер. Ну, конечно, какая мотивация для пацанов, да? Кстати, напомним, что на ISA Teams Battle Allimbet ребята, это все участники Гран-при, а в Гран-при призовой фонд 50 миллионов тенге, еще больше, чем платят в ГАМе. Страшно. 50 миллионов. Где мы эти деньги возьмем? У тебя есть, да? Всё готово. Половина здесь, да? Да. Так, я бы хотел про Бакли поговорить все-таки. Мы говорили про него? Ну, чуть-чуть задели, ну давай, хочешь, поговорим. Да. Бакли против Колби Ковингтон. Колби. Я не смотрел бой, потому что, опять же, он мне не интересен был. Я думал, что Бакли уронит. Было так, что уронял? Бакли, ну, там он ему падал. разбил лицо. Он в разбил лицо. хлам. Нет, там на самом деле один раз упал Колби, там просто непонятный был такой момент, что он либо его просто как бы толчком, либо был такой мини-нокдаун. Но он ему жестко попал под глаз сначала, в первом раунде еще. И у него бил постоянно туда, и заливало бил, кровью. короче. И Бакли больше, знаешь, боролся с кровотечением. Ой, Бакли, это Тим Хаус больше болелся с кровотечением. Колби Колби Ковингтон. Ковингтон. Ну, у него Кит Хаус, типа, никнейм. Он Ну, больше боролся с прикольный, да? кровотечением. Прикольный, да, этот Майк. Бакли, да? Идет, хорошо идет. Да. Хорошо идет. Рузибоева выиграл, до этого И Томпсона говорит уронил. да, у очень него- хорошо. Кто? И разговаривает очень Не, хорошо. вообще крутой. То, что он в конце там Да, дал перформанс аудитории, замутил. дал аудитории проголосовать за имя следующего соперника. А почему и- не назвал Шавката? И Шавхаты. А Ну, у него- знаешь, я тебе, вот, извиняюсь, я тебе так скажу. Скорее всего, он видит историю, что у Шавхата был претитульник. Он подрался, и все, у Шавхата определен соперник. Тогда Это- почему он сказал Белала? Ну, Билал У Белала тоже есть соперник. У Билала есть пояс. Билал чемпион. Мне тем самым он сказал, типа, вот на троих, а там тот уже там занят, там дерется и так далее. и так далее. Но это больше было... Вот за кого бы пошумел зал? Ему показалось, что это за Усмана, за... Вот именно по... Вот, этого, как прикинь, его? да? Леон Эдвардс. Леон Эдвардса и за Вот, Билала. брат, вот это в этом же и соль. Смотрите, еще... В этом соль, брат. Он прекрасно понимает, за кого будет шуметь зал. За того, кого знают. Я, кстати, не уверен, а может, что- наоборот, боится? Не знаю. Я Не тоже боится, а уверен, как бы, ну, не хочет. Прям Леон драться. Эдвардса намного больше знаешь, чем Шавката уже. Леон Эдвардс тоже, в принципе, не совсем Ну, американский. боец. хорошо, Он был хорошо. чемпионом, был. Мы Он был не чемпионом. можем залезть в голову Бакли, но факт остается фактом. Имя Шавката, вот там Он он не назвал, стоял, не назвал, да. он не назвал, вот и все. Причем интересная же была история. Изначально Бакли должен был драться с Иэном Мачадо Герри, Да, как раз до Шавката. да. И буквально уже там за неделю до боя Шавката, когда уже Да. все вроде официально было понятно, что Шавкат дерется с ним, Бакли говорил: нет, UFC мне обещали, что я буду драться Да. с Иэном Мачадо Герри. У Да. него есть свой блог как раз в Ютубе, у него есть свой Ютуб-канал. И он, тоже вышел в прямой эфир. активно работал, Ну, прикинь. Брат, это кому-то дано, кому-то не дано. Вот с точки зрения... В случае с Шавхатом я больше чем уверен, что он этого делать не будет. Ни блог. Шавкат, кстати, ТикТок сейчас появился, там уже 100 тысяч да. подписчиков, если что. Ну, Если вы не подписаны, то подпишитесь. Я еще удивлен, что почему 100 Он же, тысяч? брат, он же выходит в прямые эфиры. Он же делал. Почему ты говоришь, что ему не дано? Он выходит в прямые эфиры. Эти прямые эфиры все вот так вот режут, короче, по этим раскидывают. Я тебе скажу, наверное, это не он выходит, а кто-то его там включает и ставит. Но Нет, Шавкат, брат. наверное, самому неинтересно. Он вот так вот выходит в прямые эфиры. Да? Отвечайте, клянусь. Он отвечает на вопросы. И это, знаешь, там не раз в тысячелетие происходит. Это происходит частенько. Там просто, видишь, донаты же обещают. Там за ним кто-то ищет. Вы столько, короче, придумаете вообще Не, чего-то. они с Эдуардом Базром делают. Почему вы это сам? Получается Там, прикольно. разные люди. Ну, я говорю, он постоянно выходит. Да, да. Частенько выходит. Просто вы сами Давай мы создали образ Шавката, что он не может, что это не его, он другой и т.д. и т.п. Я не понимаю, почему вы создали такой образ. Я ничего не создавал, братан. Вы, хорошо, кто-то создал, и вы его Вика. активно поддерживаете. Этот Вика, образ. я, знаешь... Только что ты сказал, он не такой. Я, знаешь, в смысле не такой? Сула, я просто... я же уже не первый раз в этом бизнесе. Ну, то есть долго. Я первый только день. вчера пришел. Долго, брат. да. Ты вот вчера пришел. Я только вчера на реалити. пришел, да. Но я тебе скажу одну вещь, братан. Больше коммуницирую с бойцами все-таки я. Так, хорошо. Я, знаешь, бывает такой момент, когда ну, ты понимаешь, что тратить время смысла нету.
Так, Да. так. Тратить время смысла нету. Вот получается другая линия. Я тебе скажу, вот ты как бы Шавхата не обвинял в его, то, что он молчит, там что-то не делает, он в 10 раз лучше, чем Анкалаев. В медиаплане. В 10 раз лучше, чем Анкалаев. 100% Да. согласен. И знаешь- Думаю, не в 10 раз, давай так, не в 10 раз. Но в раза в 3 лучше Медики- точно. медики- Раза в медики. 3 лучше. Ну, наверное, да. И что я скажу тебе? Вот Шавхату сейчас, даже вот сама реклама, Дарлина рекламу видели вы? Да, он же делает, вот, Да, брат. да. Я тебе про это и говорю. Ему не обязательно много говорить, чтобы присутствовать, и чтобы ты о нем говорил. Ему не обязательно много говорить. Ему просто можно появиться, улыбнуться, ухмыльнуться и уйти дальше. Вот, а выступление Хоакина Бакли говорит об обратном, брат. От Хоакина Понимаешь? Бакли обязательно нужно Он говорить. хотел услышать, кого поддержит зал. Он не мог назвать имена, которые не будут поддерживаться. Слушай, просто Хоакин Бакли Вот еще и не все, видел. брат. Вот они в Штатах, там, где все платят за это все. Если бы он знал, то, что за Шавката сейчас будут орать, кричать, он бы назвал его имя. Ему нужно было вот эта суета, шум. Мы можем это говорить, там, миллион разных причин, придумать сейчас, почему это было не так. Но факт остается фактом. Если бы он знал, что за него будут сейчас орать, кричать, он бы 100% назвал. Это же не означает, что он сейчас назовет, и если крикнут все, о, Шавкат Рахмонов, и он уже обязан с ним выходить. Это ни к чему не обязывает. Да. Это обязывает чисто, чтобы пошумел зал. Он знал, что за Шавката не будут шуметь, он его и не назвал. Но есть причина. Вот и все. Причины Давай мы можем скажем. придумывать, брат, Ну, миллион ты раз. согласен с тем, Хорошо. что Хоакин Бакли не видел еще рекламу Дарлин с Шавкатом? Я согласен. Вот Давайте это её вот. посмотрим. Вот если бы он увидел ее, он бы сказал. Давайте ее посмотрим, Шавхат, прямо сейчас ее включат. Дарлин. Лучшая операционная Платформа. система. Лучший Для Алин. вашего бизнеса. Дарлин Для вашего. это лучший Алин. Что лучше? Лучший Алин. Дарлин лучший Алин в городе. Я не понял. Это уже отключили, уже неважно. Ага, окей. Ты какой-то девушке передашь? Что это значит? Нет, это просто рифма. Дарлин лучший А ты Лин. знаешь, что у него девушки... Да я давно уже с ними не встречаюсь. Почему ты так говоришь? Почему ты говоришь, я уже давно этого не говорю? Самому 60, Ей ты на давно 40 уже... лет Нет, младше. это ты же у тебя информация такая, что ей давно уже тоже 50. Не, 20. ну, может, и 25 уже, потому что 25 лет тому, 4 года тому назад. Все, Ну, не верю ни во что. студентки у него, братан. Я не верю ни во что. Так, все, мы вернулись после рекламы. Замечательный Дарлин. И теперь, я думаю, Сула уверен, что Хоакин Бакли в следующий раз, посмотрев эту рекламу, назовет имя Шавкат. Нет. Окей. Что у нас осталось по темам интересного? В принципе, у нас осталось, да, Найза под номером 71. Найза в семье, она... 70. 70, прошу прощения, Найза 70 в семье. А мы уже обсуждали, потому что 71-й турнир. Совсем недавно, я помню. Мы, знаешь, почему... Киоси, кстати... Знаешь, почему я про 71-й сейчас быстро скажу? Мы же на 71-й с тобой сколько боев уже организовали? Ох, труба, мы там организовали просто бои на прям. Есть реалити-шоу. вот прям, это та тема, и эти пацаны, они будут зажигать вот и то, и на присухах, и они будут и С снимать. реалити? Да, Да, да. А вот мы именно постоянно, вот типа, такая туда тема, делали бои они на на 71-й. стардаунах будут там газовать, там прям нелюбовь появилась, Да. которая прям словами они уже готовы 10 описывать. боев вы уже организовали, да? Ну, не Нет, 10. не 10, 2. 3. 3, думаешь, даже, да? Ну, даже 3. Но прям вот так- Не, но в любом случае уже же понятно, что 10 боев в реалити будет. Ты про Гран-при. Да. Да, а мы еще дополнительно. Отдельно? Да. Подожди, а почему 10? А как Сахпротим? Нет, Ну, смотри, с каждой смотри, команды по 4 пять человек. команды, Так. это 10 боев. По 5 человек, 10, А, вот 20 так, человек да. же. 20 Слушай, а человек. Нурбатыр тоже будет участвовать? Нет, смотри, Нурбатыр все будут участвовать. Они, 2 команды будут драться за 3 место. Там же тоже призовой фонд. Общий Так. 50 миллионов призовой Так. фонд. 2 команды будут драться за 1 место. Так. Теперь в карде у нас стоит Аблакасым и Бижан. Это 2 самых наилегчайших вес соломинки, Так. да, называется, да? Так. Минимальный вес. Минимальный вес Таджикистан, Бижан против Чимкентского из Казахстан. Казахстан Аблакасыма. Оба выросли на моих глазах. Конечно, у Аблкасыма больше боев было. 4, кажется, или 5 поединков провел. А у того 2 боя. И все они такие яркие, хорошие. Мне кажется, что прям заруба будет. И знаешь, вот сейчас я все время думал, кто может противостоять там Казбеку, кто может противостоять, ну, если в 53 эта история была бы, кто мог противостоять Багдату Жубанышу, да, допустим. Кто?
Ну, вот эти двое Вот пацанов. эти два пацана, они достаточно... Это ты говоришь про турнир уже в Костанае, Костанае, правда? да. А если переходить, ну и титул Самандар против Гасанова. Ну, об О, этом- это там будет, да? Да, об этом Офигеть. позже. Ну, по Костанай, крайней мере- вы просто в шоколаде однозначно. Это самый долгожданный, сколькилетний. Но Карабала этот финал уже ждет, это да, защита А уже может, сколько очень. ночь не торопить, и я все сначала повторить. Да, Все вот, это Миша. время, а может быть, и снова 3 сентября, все это время просто Нурбек как раз 50 миллионов фармил тенге, и сейчас они уже есть. Да. 3D принтер с Аолзом. Вот. Короче, И- смотри, в чем прикол. Так. Теперь обсуждаем. Я думаю, что на Найза 70, который пройдет в Семее, кстати, Шавхат, Асу едут. Вообще тот регион, он такой. Он в истории Казахстана такой, очень такую значимую роль играет, ну, как и все регионы, да, там. Он узловой, вот, допустим, он граничит с Китаем, граничит с Россией, там, 90 километров до России, ну, чтобы ты понимал. Там Алтайские горы, да, насколько я знаю, или в Усть-Кемени Алтайские горы, ну, там тоже, наверное, проходит рядом. Город, где в Казахстане раньше были ядерные испытания, ну, тоже, да, там какие-то определенные последствия, проблемы, полигон, да. Но при этом, при всем, там такие, там вообще такая бойцовская культура, именно спортивная культура, она очень сильная. У нас есть такой выдающийся человек в спорте, Даулет Турханов. Он оттуда, боец, призер, серебряный призер Олимпийских игр. Он будет? Ну, я не в курсе. Пригласим обязательно. Конечно, его надо аж пригласить. Этот Жақсылық Шкемпиров, хоть и говорят, что он родился в Таразе, Братцы идут. но какую-то определенную часть жизни я слышал, что он там тоже проживал, в Семее. Крутой город, и я тебе скажу еще одно. Арена, которая присутствует в этом городе, она, можно сказать, ее можно внести, наверное, в топ 3-5 арен Казахстана. Она красивая, Большая, я видел ее. большая. В смысле, фото я видел. Прям очень красивая Она выглядит арена. как Алматы-арена, но при этом... Абай-арена. Абай-арена называется, да. Но она при этом, при всем, на 5000 человек. Ну, исходя из региона, там... Не видел, да, ты фотографию? Прям она новая, прям красивая, это футуристичная такая вся. И морозы там не слабые. Да. И там еще, кстати говоря, свою ссылку проводил Федор Михайлович Достоевский. Там есть дом-музей Федора Михайловича Достоевского, в котором мы по-любому вот это я не сходим. Я схожу. Абай Хунамбаев. По-любому. Абай Хунамбаев, семский парень, однозначно. Достоевского мы любим. Великий мыслитель. Да. Подерется Нурбек Абдрахманов. Вот что интересно, его соперник 8-3 Киоси, который ранее выиграл Урумбая, Раимбек Урумбая, одноклубника Нурбека Абдрахманова, Наян Иглс. Самандар подерется с Морозовым. Морозов, кстати. Блин, Самандару до этого, когда соперника поставили, мне не особо как бы так А кто такой Морозов? Я не знаю. триггерировал. Я Из сейчас Азербайджана, посмотрел по-моему, вот этот парень. Не, это не Азербайджан, это русский парень. Подожди, а что, С Самандар Россией. будет 2 раза, в смысле... Вот он захотел так, да. Самандар дерется с Морозовым. Брат, я тебе скажу, вот если сейчас у Самандара такой соперник, очень хороший соперник. Если он его сейчас проходит, он будет считаться для меня человеком, который реально может оспорить пояс с Гасановым. Если не проходит, ну тогда все уже. Этот вопрос закрываем и ищем другого соперника. Ну, может быть, даже этого. Самандарчик. Тайлака. Есть Багдад Жуманус Самандарчик. подерется с ветераном ММА, опытным. Вот сейчас будет как раз-таки такая проверка не только на прочность, но и на интеллект, проверка на... У Багдада вот есть такой... Он, знаешь, как бы... Мне это нравится. Он может в первых раунде упасть, а потом включить вот это, знаешь, как бы... А что, серьезный соперник, да, у него? Что-то такое Очень, я такое очень, слышал, Очень что серьезно. как будто бы совсем несерьезный. Серьезно. Да? Бразилец? Да. Серьезно. Вот я слышал, как будто бы несерьезный. Я вообще за то, чтобы бразильцы, индусы и все остальные дома сидели у себя. Вот. А здесь вот СНГ должны между собой все Драться? драться. Они все говорят на одном языке, могут что-то прикольное сделать. Бразилия ничего сказать не может. Ну, с Слушай, точки есть зрения логика. медиа, да. Есть Я за логика. СНГшные бои. А у нас все должно быть вокруг медиа. Нурбек Агай. Ну, видишь, как медийщики вы правы. Мы в любом вопросе, братан. Я уже, кстати, реально за реалити шоу По-любому, понял, что брат. с ним вообще нельзя спорить. С кем? С Улой. С Улой? Ну, я тебе давно это говорил. Я с ними Я не только спорю. щас понял. Просто его спасать, что ему 60 лет, брат. А так бы, Минутка. землетрясение было бы. Минутка была бы. Я шучу.
Короче, крутой брат, турнир в Сула- Семее. Сула уже давно в этой индустрии и как бы имеет право что-то говорить. Крутой турнир в Семее вас ждет. Обязательно приходите, если вы из Семея. Если вы не из Семея, то смотрите трансляцию на телеканале Спорт Плюс Казахстан. Также на Найза ТВ по сайту. Кстати, вот извиня, можно переведу тебя? По подписке хотел поговорить. Ребята, если вы видите нашу рекламу по подписке, обязательно напишите вот в поисковике Google, в любом поисковике можете написать найза.тв. Выйдет наш сайт. Я просто, знаешь, хочу объяснить, почему это важно. Все вы просите заплатить бойцам бонус. Все вы просите там увидеть чуть ли не Конора Макгрегора. Но каждый из вас должен участвовать в этом процессе. Понемножку. Вот 500 тенге за просмотр. За месяц. Не просмотр, а за месяц 500 тенге. Это, знаете, ну не знаю, кто-то даже в кофе не замечает, как они там 1500 кофейни, да, там 1500-2000 тратят. 500 тенге в месяц, если нас будет там, допустим, 100 тысяч человек, 500 на 100 тысяч это сколько? 50 миллионов? Ну, также 50 миллионов. Вот представляете, какие бои мы можем устраивать, какие бонусы мы можем выдавать. Какие мы себе можем покупать тачки вообще. Тачки, ну, тачки потом, с первой работы, потом Двигаться. самолеты. Что он сколько сказал, как мы можем двигаться по Так что штатам. все зависит от вас, ребята. Вы хотите сделать лигу крутую, хотите увидеть здесь круто, надо покупать, надо покупать. Мне надо. нужна И новая нет машина. такого, там, за 500 тысяч тенге надо покупать, за 50 надо покупать. 500 тенге купи, оформися, заставь купить своих там друзей, и все будет хорошо. Но по золотой подписке за 500 миллионов тенге вы получите минутку с Сулой. Сулы минутку, За наверное, сколько? много 500 кто. миллионов тенге. Час можете меня бить. Я могу вообще просто, за 500 миллионов, я могу просто исчезнуть из ваших глаз. Вообще. Клянусь, Перестать отвечаю. выступать на Найза. Я просто уйду вообще. Вы меня больше не увидите, не услышите, отвечаю. 500 миллионов тенге, ты говоришь, да? Это сколько в долларах? В долларах. Это $1. Это Примерно. 1 миллион не так американских много. долларов. Я Они у уйду, тебя я же кончатся быстро, отвечаю. брат. Мне тоже кажется. Я приду, когда кончится день. Нет, я обещаю не приходить. Вот, Я вот. обещаю, клянусь, я обещаю не приходить. Он придет под другим никнеймом. Не Сула. Отвечаю, я уйду сразу же. Скиньтесь, действительно. Что ж, друзья, на этой приятной ноте мы будем сегодня заканчивать. Вернемся к вам через неделю. Еще раз, турнир у нас будет в Семее совсем скоро. Найза под номером 70. Также у нас уже огромное количество боев готово на турнир Найза 71. Мы всегда остаемся с вами, всегда пытаемся вас радовать. Все, наверное, да? Да, и Семьи. следите за эфирами нашими. Мы будем говорить о нашем реалити Найза Teams Battle. Алимбет. И надеемся, скоро выйдет вообще шоу. Мы просто тоже не знаем точных дат, но там интересно. Айка знает. Вы Айгерия. раньше Айке не говорите, а то знаете же, да? Да, там вообще. Айка. Айка маленько-маленько, молчит. Ну, Да. как даст вам? Мне жестко было. Да? Да. Попали? Ну, прям, я не знаю, она эту Сколько палку тебе кровь может засунуть останавливает? еще, знаешь, как палку, она вот прям не вот так вот может, а вот так вот может засунуть вообще в 5 сек. Еще покрутить, чтобы кровь пошла. Я только сказал, сколько тебе кровь останавливает, не знал, что мы к этому придем вообще. Ну да ладно. Ну, правильно. Все, друзья, подписывайтесь на все наши социальные сети, и наш ютубчик, и на наш тикток, и на наш инстаграм. Нурбек уже многое сказал про сайт Найза ТВ, где можно покупать трансляцию наших турниров. Всем спасибо. Ассаламу алейкум. Аривидерчи. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.